Уехали на заработки в Россию и не вернулись. Уроженцев Кыргызстана и Узбекистана стали активно вербовать на войну в Украине. За объявлениями о приеме на работу во вроде бы обычный российский ЧОП может стоять ЧВК Вагнера. Ищут не охранников, а тех, кто готов пойти на войну, выяснил Центр журналистских расследований «Медиахаб». Уже приходят сообщения о погибших. Как уроженцы Центральной Азии участвуют в войне? Подробности в сюжете Алины Дедковской и Александра Швеченко. Это похороны уроженца Кыргызстана Аманбека Курбанбаева. Майор полиции в отставке воевал в Украине на стороне российской армии. 23 мая во время боев в Северодонецке в моего брата попала снайперская пуля. Он пролежал там 5 часов. 2 парня смогли его оттащить и еле вывезли оттуда. Его доставили в Донецк и провели 6 операций. Потом 28 мая привезли в Ростов-на-Дону, где ему сделали 7 операций. Позже перевели в военный госпиталь в Москве и провели еще 2 операции. 8 июня он скончался. Когда он был ранен, власти России помогали, а после смерти перестали. Своим родным Курбанбаев соврал. Сказал, что поедет на заработки в Иркутск. У него остались 6 детей. Уроженцев Кыргызстана и Узбекистана вербуют на войну в Украине через рекламные объявления. Вот один из крупных киргизских пабликов. ЧОП приглашает охранников на вахту. 30 дней работаешь, 30 отдыхаешь. Зарплата от 100 тысяч рублей. Бесплатное питание и проживание. Аналогичные объявления и в популярном паблике Узбекистана. Но, как выяснили журналисты из Центра расследований «Медиахаб», предложение о работе в ЧОП не актуально. Предлагают другое. Добрый день. На данный момент набор на вакансию охранника в ЧОП временно приостановлен из-за обстоятельств. Сейчас актуально другое предложение. Я вам сейчас сброшу данные, почитайте, ознакомитесь. Если вам будет интересно, зададите вопросы. Еще раз повторю, в ЧОП сейчас мы не набираем. Буквально месяц-полтора набора в ЧОП не будет из-за изменений приоритетов. А предлагают такую работу, цитата, «выполнение задач в зоне спецоперации на Украине» за 240 тысяч рублей в месяц. Вот эта наглость с той стороны нас очень-очень сильно удивила, потому что не стали как-то... конспирации никакой не было. То есть сразу же предлагают приехать в Молькино, говорят то, что в интересах Минобороны будем работать. И это на самом деле говорит о некоторых тенденциях, наверное, то, что и судимостью берут, и вообще без военной подготовки могут взять. То есть, возможно, какой-то некоторый уровень отчаяния с российской стороны это показывает. Хутор Молькино, куда предлагают поехать для работы, находится в Краснодарском крае. Русская служба BBC писала, там предположительно находится база и вербовочный пункт ЧВК «Вагнер». Там информация только о заработной плате. То есть ни о каких компенсациях в случае смерти или получения увечий там, похоже, не предусмотрено. Единственное, предлагают зарплату не выдавать на руки и отправлять на карту родственникам. Можно, говорит, разделить на 2, то есть жене там 70%, маме там еще какую-то часть. Действительно, о компенсациях речи не идет. То есть, возможно, далее будет что-то обсуждаться, но да и гарантии же никакой нет, что эту зарплату тоже будут выдавать. Сообщения о погибших на войне в Украине уроженцев Центральной Азии появляются регулярно. Вот 20-летний контрактник Исламжон Камилов. О его гибели в апреле сообщило посольство России в Кыргызстане. Это комментарий предположительно его матери. Он герой. Он дал свою жизнь за Россию. Я горжусь своим сыном. Он настоящий мужик. Уроженцев Центральной Азии заманивают на войну не только хорошей зарплатой. Обещают и другое. Начиная с 26 февраля, примерно по 9 марта у меня было около 300 обращений от мигрантов и бывших мигрантов в связи с вербовкой в российскую армию в Украину. Сообщения от мигрантов были следующие. Оправдать, что за 3 месяца службы в российской армии нам дадут российское гражданство. Или оправдать, что за запись, за подписание контракта в российскую армию мне снимут запрет на въезд или депортацию в Россию. Под вербовкой оказываются не только уроженцы Кыргызстана и Узбекистана, но также и те, кто уже получил российское гражданство. Обращения от бывших мигрантов, получивших российское гражданство, они совсем просто были трагические. Людям поголовно всем, кроме одного, всем абсолютно поголовно
угрожали тем, что лишат их российского гражданства, если они не подпишут контракт. И к их чести надо сказать, что среди моих заявителей только 2 подписали контракт и то сбежали, а остальные сказали, что они подумают или честно ответили, что они не будут подписывать, и они все уехали. Был всего 1 человек, которому обещали не то, что лишить его гражданства, а говорили, что он поступит, реализует свою мечту, поступит на юридический факультет, а потом получит работу в правоохранительных органах. Сколько точно уроженцев Центральной Азии воюют в Украине на стороне российской армии, сказать трудно. Украинские СМИ пишут о 6000 человек. В эфире вечерние новости телеканала «Дождь». Здесь и сейчас.